Это программа о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Сегодня обсудим появление интернета в Заполярье, изменения в доступности мировой паутины в России и как обстоят дела с самой ожидаемой игрой года – Cyberpunk 2077. Поехали! Сегодня начнем с новостей нашего региона. Первую волоконно-оптическую линию связи с заполярной части Якутии проложат уже к концу этого года. Об этом и других проектах наша делегация рассказала коллегам в рамках Гайдаровского форума в Москве. Наш СОБКОР Максим Кардозу подготовил обзор мероприятия. Уже ни для кого не секрет, что развитие технологий – это одно из важнейших направлений в современной экономике, и поддержка IT-отрасли актуальна как никогда. Правда, что может сделать государство для инновационного бизнеса, причем не вмешиваясь в сам бизнес-процесс? Именно об этом говорили эксперты на Гайдаровском форуме. Специалисты отметили, что для цифровой трансформации в первую очередь необходимы кадры. Миссию, которую мы видим, партнерство государства с бизнесом, это возобновление кадров, это система образования. И в этом году запускается в Якутии в IT-хубе программа Яндекс.Лицей. Это специальный курс для талантливых ребят, которые хотят стать разработчиками, для старшеклассников, возможно, за 2 года, по сути, стать программистами. С идеей, что государство должно обратить внимание на нехватку кадров для инновационных отраслей, согласен и глава Якутии Айсен Николаев. Также лидер региона считает, что в задачи федерального правительства должна входить подготовка магистральной инфраструктуры, а также возможность расширения налоговых льгот. Мы понимаем, что если мы сейчас в стране какие-то новые решения долгосрочные для льготирования деятельности IT-компаний не сделаем, то они очень быстро переберутся кто в Белоруссию, так, а кто и дальше. Льготы по особенности в части по единому социальному налогу, в части НДФЛ, они, конечно же, на мой взгляд, нужны. Их, конечно, надо всему сообществу ставить для того, чтобы в ближайшее время новое правительство этот вопрос рассмотрело и уже какие-то инициативы в этой части появились. Якутский регион – лидер в IT-отрасли на Дальнем Востоке. На федеральном уровне с этим никто не спорит. А значит, идеи, озвученные нашими экспертами, это конкретные предложения, которые реально работают. Если говорить отдельно про Якутию, то сегодня, конечно, это, можно сказать, открытие 2019 и 2020 года, насколько серьезно администрация региона занимается поддержкой стартапов именно в сфере IT. Если говорить про IT-бизнес, то он в первую очередь глобален. Это экспорт. Поэтому я думаю, что здесь те меры, которые сегодня реализуются правительством Якутии в части поддержки экспорта, их надо наращивать, потому что российский рынок – это хорошо, но международный – это уже другой масштаб. Также эксперты отметили, что государство должно взять на себя ответственность по кибербезопасности, а еще не мешать и создавать условия для конкуренции на рынке IT-услуг. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. А теперь о результатах довольно интересного исследования. В конце прошлого года мы рассказывали о том, что российские фермеры пробуют внедрить технологию VR в свои хозяйства. И очками виртуальной реальности снизить стресс у коров и, как следствие, увеличить производство молока. Теперь очередь покрасоваться в современных диоптриях дошла до каракатиц. Американские ученые решили изучить их зрение и то, как они его используют для охоты. Моллюскам налепили на головы 3D-очки и стали показывать на экране креветок. При этом в разных случаях креветки были на разном расстоянии. Выяснилось, что каракатицы воспринимают глубину изображения. Иными словами, их мозг умеет совмещать сигналы, получаемые с обоих глаз, и определять таким образом расстояние до цели. Компания SpaceX вовсю готовится наладить поток туристов для выхода на орбиту Луны. Первый запуск намечен на 2023 год, и на днях компания продала первый билет на космическое приключение. Обладателем этого билета стал японский миллиардер, который решил не просто слетать на Луну с ветерком, но и устроить из этого целое реалити-шоу. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о поиске спутницы для путешествия к Луне. Знакомству и выбору женщины будет посвящено реалити-шоу на стриминговом сервисе Abema TV. Кастинг уже объявлен. До 17 января на сайте реалити-шоу принимаются заявки от потенциальных участниц старше 20 лет. Сообщается, что 44-летний Маэдзава ищет свободную девушку с яркой индивидуальностью, которая хочет жить полной жизнью и мечтает о мире во всем мире. О своем выборе он объявит в конце марта. Однако жители Японии отнеслись к идее миллиардера со скептицизмом. «Я бы на такое не подписалась».
Я вообще удивлена, что такие люди существуют. Зачем вообще надо было кричать, кто хочет быть моей женой, через Твиттер? Думаю, он просто пытается продать свое имя подороже. Полет на корабле Starship должен состояться в 2023 году. Планируется, что он приблизится к Луне на расстоянии около 200 километров и вернется на Землю. Вместе с Маэдзавой полетят от 6 до 8 деятелей искусства. Он оплатит их участие в миссии. Юсаку Маэдзава был барабанщиком в панк-рок-группе, а потом создал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды ZOZOTOWN. Forbes оценивает его состояние в $2 миллиарда. А теперь поговорим об интернете, точнее о его доступности. Как мы предрекали в конце 2019-го, сразу несколько мобильных операторов заявили о подорожании своих услуг. Они даже не стали дожидаться начала Нового года и в последних числах прошлого начали рассылать пользователям письма о том, что это произойдет в середине января. Однако такими действиями заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Глава ведомства Анатолий Голомолдин заявил, что хоть пока обращений и жалоб на сей факт не поступало, ФАС все-таки займется проверкой обоснованности таких действий со стороны сотовиков. Напомню, что по прогнозам рост в среднем составит 17-18%. Однако мобильные операторы и интернет-провайдеры выразили готовность обеспечить бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Президент России Владимир Путин, напомню, в своем ежегодном послании Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». Предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет». По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик. Суть проста. Сделать интернет-аналог бесплатных и доступных всем звонков в полицию, скорую и пожарным. О готовности подключиться к работе над проектом и формированию списка социально значимых интернет-ресурсов заявили Ростелеком и Р-Телеком Холдинг, а также Мегафон и Билайн. Один из депутатов Госдумы прокомментировал, какие сайты могут войти в этот список. С вероятностью 99,9% им станут госуслуги и, возможно, какие-то сервисы и приложения правоохранительных ведомств, а также сфер образования. Россия попала в топ стран с самой жесткой интернет-цензурой. Но не спешите говорить о том, как все плохо, у нас со свободой слова. Дослушайте до конца и, думаю, вы удивитесь, что все не так однозначно и очевидно. Дело в том, что критериями оценки выступают не только доступность СМИ и площадок для обсуждений. Также туда вошли торренты, сайты с материалами 18+, если вы понимаете, о чем я, и VPN-сервисы. Так вот, первое место ожидаемо заняла Северная Корея, на втором тоже ожидаемо Китай. А третье место разделили Россия, Туркменистан и Иран. Помимо вышеперечисленных, разумеется, ряд ограничений встречается и в других демократических государствах. Так, например, Великобритания и Австралия выглядят достаточно безобидно в плане ограничения на контент 18+, но обе пытаются лишить потребителей контента анонимности, заставив предоставлять личные данные вроде паспорта или же водительских прав. Австралийское правительство пошло дальше и обязало пользователей передавать даже свои биометрические данные. И вот то, о чем говорили в начале. Хуже всего к прессе относятся в Туркменистане, Северной Корее, Китае, Вьетнаме, и скоро этот список пополнит США. Как заявили аналитики, причиной тому стал Дональд Трамп, объявивший прессу врагом американского народа. Россия же оказалась на верхних строчках рейтинга по той причине, что активно борется с торрент-сервисами и VPN. Кстати, о Штатах. На этой неделе прошло подписание первых договоров между Вашингтоном и Пекином. Говорить о завершении торговой войны пока рано, так как не все вопросы пока удалось урегулировать полностью. Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite закрылись на рекордных максимумах в среду после объявления о подписании первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Все они прибавили от 1 до 0,3%. Соглашение о новых принципах торговли между Вашингтоном и Пекином Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду вечером в Белом доме. В рамках первого пакета договоренностей Китай в течение 2 лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию на $200 миллиардов, а Вашингтон, в свою очередь, отменил повышение пошлин на товары из Поднебесной, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.
налоги собирались поднять в декабре прошлого года. При этом уже введенный ранее 25% тариф на китайскую продукцию общей стоимостью в $250 миллиардов Дональд Трамп отменять не стал, заявив, что ему необходимы козыри для дальнейшего торга. Оставшиеся противоречия будут урегулированы в рамках второго пакета соглашений, заявил американский президент. Переговоры, по его словам, начнутся немедленно. У демократов в Конгрессе США соглашение вызвало недовольство. По их мнению, Трампу не удалось достичь целей, которые он поставил, развязывая торговый конфликт с Китаем. Впрочем, биржи, судя по результатам торгов, остались удовлетворены. Структурные проблемы не решены, но смягчена неопределенность и снижен риск введения новых пошлин, сказал журналистам один из трейдеров. А игровую индустрию на этой неделе ждало довольно сильное разочарование. Разработчики сразу нескольких ожидаемых проектов заявили, что переносят даты выхода своих творений. К несчастью, такой же новостью отличилась и CD Projekt Red с Cyberpunk 2077. Ранее релиз был запланирован на 16 апреля, но проекты объявили, что выход тайтла сдвигается практически на полгода. Новая дата, если больше не будет никаких переносов, назначена на 17 сентября. Компания упомянула, что игра готова и в нее можно играть, однако CD Projekt Red хочет провести дополнительные тесты и исправить все недочеты. В общем, отговорка довольно распространенная. И опять же, мы окажемся в ситуации, как в 2019-м. В первой половине года выйдет парочка AAA проектов, летом не выйдет практически ничего, зато осенью все как с цепи сорвутся и начнут выдавать игры одну за другой. Напомню, что игра выйдет на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также уже доступен предзаказ. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю и всего доброго.